Тепло ли тебе девица? Да вот уже подмерзаю я, батюшка. В период понижения температуры воздуха по утрам не заводятся машины, дети пропускают занятия, но гораздо страшнее в этот период получить обморожение или переохлаждение. В республику пришла настоящая зима, и по прогнозам синоптиков в ближайшие дни морозы еще не отступят. К сожалению, в таких условиях многие подвержены переохлаждению и обморожению, что может иметь очень серьезные последствия для здоровья. Лучший способ их избежать – не оказываться на сильном морозе без лишней необходимости. Если же пребывание на улице неизбежно, помните, что вероятность обморожения становится выше при сильном ветре. Если вы чувствуете, что начинаете замерзать, то, разумеется, следует как можно быстрее оказаться в теплом помещении. В зимний период желательно, конечно же, воздержаться от крепких напитков и пребывания на улице. Это чревато, конечно, в иных ситуациях достаточно фатальными исходами, поэтому рекомендовано, в общем, воздержаться от крепких напитков. Если человек замерз, допустим, на улице, да, допустим, долго находился, и в первую очередь, что должен делать человек? В первую очередь, до того, как зайти домой, некоторые начинают растирать снегом. Этого делать нельзя, потому что могут занести инфекцию. То есть, допустим, далее, первое, если человек, допустим, сильно охладился, да, сильно простыл на улице, то желательно, чтобы согревался постепенно. То есть не надо сразу, допустим, да, горячий душ, допустим, что-то из горячих напитков, горячей еды, то есть постепенно. Далее, если уж после переохлаждения, допустим, почувствовали то, что повышается температура, допустим, появился кашель, необходимо обращаться уже непосредственно к своему участковому терапевту, то есть по месту жительства. В иных ситуациях необходимо вызвать скорую помощь. В этот период избегайте тесной одежды и обуви. Во-первых, не должно нарушаться кровообращение. Во-вторых, чем больше воздушных прослоек в одежде и обуви, тем теплее. Головной убор на морозе и при сильном холодном ветре – атрибут обязательный. Верхняя одежда должна быть непромокаемой и непродуваемой. Хорошо в этот момент обзавестись термобельем. В морозы следует отказаться от прогулок с детьми, либо уже через 20-25 минут после выхода заходить домой и согреваться. При отсутствии возможности попасть в теплое помещение попробуйте согреться, энергично делая простые физические упражнения. Ирина Оренбургина, Радмир Исенгулов, Гульяна Раскельдина, телекомпания СТВ.